продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Артподготовка. В этом году исполняется 30 лет Центру прикладного искусства СИМЭХ. Самое красочное и жизнерадостное место для детей-оленеводов. Расскажем об открытии нового детского сада в Тампонском районе. 2 гранта за 3 дня. Певица Юлина Попова стала победительницей фестиваля New Open 2022. 16 февраля в Главное управление МЧС России по республике поступила информация о том, что в 10 километрах от села Асахтох Верхоянского района на автозимнике Яна произошел провал подлет грузового автомобиля МАЗ. По информации, поступившей в орган, в машине находилось 2 человека. Водитель самостоятельно выбрался из кабины и добрался до населенного пункта Асахтох. Состояние здоровья водителя удовлетворительное. Предположительная причина провала – превышение максимально допустимой массы автотранспортного средства, допущенного для передвижения по автозимнику. Задействовано 10 человек и 1 единица техники. Перейдем к эпидобстановке. На 17 февраля выявлено 1557 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 684 случая, 117 заболевших в Алданском районе, 106 в Мегино-Кангаласском. Еще в 27 районах республики выявлено от 1 до 60 случаев заражения COVID-19. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. В данное время число людей, болеющих COVID-19 в Амгинском районе, составляет 315 человек. Из них 45 детей, 29 больных проходят лечение в стационаре, остальные в домашних условиях. С 15 февраля решением оперштаба возобновляются образовательные программы в очной форме во всех учреждениях образования. Ведутся подготовительные работы по организации вакцинации подростков. Также в районе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день процент вакцинированных составляет 75%. Спад по заболеваемости более-менее идет, поэтому мы из 6 бригад, пока работают 3 бригады. Ну, кроме этого, вакцинация взрослого населения идет не такими хорошими темпами, но все равно на сегодняшний день у нас 75% взрослого населения вакцинировались. К другим темам на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе рассмотрен ряд важных вопросов для Дальнего Востока. Трутнев отметил, что в следующем году в соответствии с поручением президента значительно увеличены средства федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в регионах Дальнего Востока. Плановое финансирование из регионального бюджета увеличено на более чем 446 миллионов рублей. Рассмотрены и предложения регионов об упрощении получения разрешений на вырубку леса в целях обустройства минерализованных полос и противопожарных разрывов, предназначенных для защиты населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. Глава республики принял решение, оставил финансирование на уровне предыдущего года, плюс добавилось увеличенное в 5 раз по Якутии финансирование за счет бюджета Российской Федерации. Поэтому Якутия – это очень такой особый субъект с точки зрения лесных пожаров, и достаточный объем выделенного финансирования и со стороны федерального бюджета, и со стороны бюджета республики дает возможность надеяться, что мы в этом году не будем снова вылетать на пожарище. Накануне Дня защитника Отечества проект «Посади лес» запускает традиционную акцию «Деревья вместо носков». Организаторы предлагают подарить виновникам торжества сертификаты на деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших лесных территориях этой весной. Чтобы присоединиться к акции, необходимо на сайте посадилес.ру внести пожертвование на посадку любого количества деревьев и оформить подарочный сертификат. Сертификаты ко Дню защитника Отечества оформлены в специальном праздничном дизайне. Их можно преподнести в качестве открыток. Для этого достаточно добавить именное поздравление в шаблон на сайте и подарить его в распечатанном или более экологичном электронном виде.
В январе Пенсионный фонд России досрочно перечислил социальные пособия, переданные в 2022 году из органов социальной защиты. Граждане получили досрочную выплату за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. В феврале же перечисления будут только по новым назначениям гражданам, которые оформили ежемесячные пособия в январе и феврале. В соответствии с федеральным законодательством с этого года ежемесячные пособия будут выплачиваться по графику за текущий месяц в следующем. Год культурного наследия для Национального центра прикладного искусства «Симех» особенный. В этом году исполняется 30 лет. Сейчас работники сферы народного творчества курируют работу более 100 общественных объединений мастеров, также держат тесную связь с домами ремесел. В эти дни специалисты Центра «Симех» готовятся ко Дню народного мастера, который был учрежден ровно 10 лет назад, в 2012 году, 21 февраля. Программа юбилейного мероприятия обширна. Запланировано шествие народных мастеров. Это будет 6-й парад талантов республики. Еще одно большое мероприятие – республиканская выставка «Якутия мастеровая», где соберутся мастера из разных районов. В 2009 году в Республике Саха-Якутия был принят закон о государственной поддержке народно-художественных промыслов. И такой же закон у нас имеется в Российской Федерации. И мы хотим в статье места бытования внести тоже свои предложения, где будут развиваться народные художественные промыслы, чтобы они установили определенные льготы по коммунальным платежам. В далеком 1947 году к 25-летию якутской автономии на сцене Якутского театра состоялась премьера оперы «Аланхо Нюргун-Баатур», которую создал первый композитор Якутии Марк Жирков совместно с Генрихом Литинским. А через 10 лет эта легендарная музыкальная работа была представлена московским зрителям в рамках якутской литературы и искусств. Путь творческой работы известного композитора над созданием оперы продлился около 10 лет. Величайшему якутскому композитору в этом году исполняется 130 лет. Этим 3 знаменательным датам посвящена онлайн-конференция, которую организовали сотрудники Национальной библиотеки. На мероприятии о творчестве Марка Жиркова выступили участники Дней якутской культуры в Москве. Сейчас в библиотеке готовят полное издание музыкальных сочинений Жиркова, из которых на днях выпустят 6-й том. Это же, конечно, уникальное, эталонное произведение нашей национальной классики, золотое наследие, во-первых, и, конечно, которое мы должны беречь, лелеять, изучать, исследовать. И, я думаю, оно всегда было гордостью нашего народа, как духовная культура, образец духовной культуры. Ровно 2 года назад в селе Тополиное Тампонского национально-ивенского наслега торжественно введено в эксплуатацию здание детского сада «Олененок». Это детское учреждение построено по национальному проекту «Демография для детей оленеводов». Подробности далее. Детский сад «Олененок» на 75 мест возведен по особому индивидуальному проекту. Подобного оформления в республике больше нет. На сегодняшний день в селе Тополиное 22 ребенка дошкольного возраста из кочевых семей, из которых четверть находится в стадах. Для поддержки семей оленеводов в детсаду организован консультационно-методический центр «Ринек». Осенне-зимний период, когда оленеводы приезжают в село Тополиное, мы организуем для родителей различные мероприятия, направленные на успешную социализацию детей. Весной перед отъездом в стада мы раздаем детям и родителям домашние задания с методическими пособиями, которые они должны сдать по приезду. Новый детсад «Олененок» полностью оборудован необходимой техникой и мебелью, а роспись стен в национальном колорите сделан воспитателями. Кроме традиционных комнат для игр, отдыха и сна, имеется мобильный компьютерный класс и медицинские кабинеты. Наши воспитанники могут получить первичную медицинскую помощь. Я работаю 11 лет в детском саду, и нынешние условия не сравнить с теми, что было раньше. Я с удовольствием прихожу на свою работу и работаю ради своих детей. В Тампонском районе село Тополиное занимает 1-е место по рождаемости детей. И вопрос строительства нового детского сада на протяжении 10 лет стоял очень остро. После многочисленных обращений селян здание по программе «Демография» было построено буквально за 1,5 года. Теперь это самое красочное и жизнерадостное место для детей оленеводов. Мария Винокурова, Тополиное, Тампонский район.
Национальная вещательная компания «Саха» проводит конкурс мультипликационного творчества. Победители определят по двум направлениям: готовая короткометражная анимация и сценарий для познавательного мультфильма. Для участия в конкурсе необходимо создать графическую анимацию длиной в 1 минуту или написать идею сценария для детского познавательного мультика. Работы принимаются до 9 марта. Возраст участников старше 18 лет. В состав жюри войдут профессиональные аниматоры, сценаристы, режиссеры и редакторы. В 2019 году впервые в Алекминском районе прошла акция «Дарите книги с любовью». Первоначально проект был немного другим, но все так же горожане с удовольствием готовы поделиться частью своего книжного богатства. Тему продолжат наши коллеги. Среди многих чтимых дат, отмечаемых 14 февраля, есть День книгодарения. К этому дню приурочена акция, которая в Алекминском районе проводится с 2019 года. «Дарите книги с любовью». Проходит с 7 по 18 февраля акция. И в этой акции участвуют все наши читатели. В ней все больше и больше принимает участие детей и взрослых. По окончанию акции наши волонтеры культуры, волонтеры библиотеки, они распределят все книги и увезут, доставят в библиотеки района. Здорово, что и сейчас есть люди, которые любят книгу, для которых печатное слово все так же таит в себе открытие и массу удовольствия. Я любила читать сказки, русские сказки. Да. В более старшем возрасте уже мне полюбились классики, Пушкин. Одно из любимых произведений – это вот Достоевский «Преступление и наказание». Когда мы идем в магазин, мы берем не игрушки, а покупаем книжки, потому что книжки мы читаем быстро, читаем часто и пополняем свою детскую библиотеку. Но, что важнее, они передают эту любовь детям. Ты любишь читать книги? Да. А какие самые любимые книги? По приключениям, про зверей, про принцесс. Ты сегодня принесла какую-то книгу в подарок? Да. А ты ее читала перед этим? Да, читала. Между тем, стопка книг, которые жители района приносят как подарок от сердца, растет и растет. Среди них и те, которые послужат не только чтением для сердца, но и откроют много нового для горожан. Центр развития ребенка, детский сад «Звездочка» тоже присоединяется к ней. И мы хотели бы подарить нашей модельной детской библиотеке, с которой мы все время сотрудничаем, наши разработанные коллективом книги. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Певица Юлина Попова стала победительницей шоу-кейс-фестиваля «New Open 2022» и получила сразу 2 гранта. Конкурс прошел в Екатеринбурге. На протяжении 3 дней 50 музыкальных коллективов представляли свое творчество. Это не только выступление перед тысячной аудиторией, но и защита музыкальных проектов, на реализацию которых победители получили гранты до 600 тысяч рублей. Перед экспертами музыкальной индустрии и Юлина презентовала проект записи 2-го альбома под названием «Нить». Главная тема сольника – вопрос отцов и детей. Проект оценили и жюри, и зрители. И Юлина получила денежный приз, а также грант на продвижение альбома в социальных сетях. Я очень рада, что это получило большой отклик, тем более на таком шоу-кейсе большом. Многие подходили и говорили, что они плакали во время выступления. Не говорю, что это альбом про Якутию, потому что это альбом все-таки про личные отношения родителей. Но у меня выйдет сингл чуть раньше, чем этот альбом. И вот он как раз про родную землю. И здесь можно прочитать, почувствовать, вычленить какие-то вещи для себя именно о земле. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.